Сегодня начинается театральный сезон. Позади многочасовые и порой изнурительные репетиции. Актеры успели соскучиться по сцене, а зрители с нетерпением ждут новых спектаклей. Их, к слову, будет достаточно. Пример есть на афишах всех творческих коллективов республики. Как готовились к осеннему сезону, расскажет моя коллега Анна Голобаева. Осетинский театр постарается удивить поклонников искусства смелыми экспериментами и яркими премьерами. Впервые покажут спектакль Костахи Тагурова «Сей человек». Она повествует о последнем дне жизни Христа. Актерам репетируют каждый день. В этой постановке по Костахи Тагурову «Сей человек» играю апостола Якова. Мне было несложно, потому что играть апостола нельзя. Его надо прожить. Поэтому мы приходим на репетицию и углубляемся в материал с головой, с душой, с сердцем. От традиционных масштабных декораций к камерным постановкам. Недавно здесь открыли малый зал на 70 человек. Скоро здесь будут ставить спектакли, антрепризы, проводить поэтические вечера. Новая сцена даст коллективу театрам возможность для профессионального роста. Когда формируется репертуар, всегда мы думаем, чтобы все слои населения охватить. Это и детский спектакль у нас будет, и для взрослых будут спектакли, и русское, и зарубежное. Но в основном задача национального театра – это, конечно, национальная драматургия. Сцена хоть и малая, но ответственности вдвое больше. Особое внимание декорациям и костюмам. В пошивочном цехе костюмы разных эпох. Детали создают будущий образ героя и помогают точнее раскрыть внутренний мир и характер персонажа. Например, вот этот, сшитый из жаккардовой ткани, ему 20 лет, а оно все такое же гармоничное. Из нового также комедия Георгия Хугаева «Чепина». Ее представят 1 октября. Впрочем, Осетинский театр не единственный, где сегодня стартует осенний сезон. Премьерную драму Лермонтова «Маскарад» покажет и русский театр. 150 лет театр открылся, драма Лермонтова «Маскарад». И мне показалось интересно открыть и этот сезон «Маскарадом». Ну и в ноябре мы едем на гастроли в Баку, а Бакинский театр музыкальной комедии приезжает к нам. Ну и потом ставим к Новому году «Щелкунчик». Приходите, потрясающая пьеса. Большие планы и у Дегорского театра. Премьера спектакля «Миллион» Асланбеком рассказывает о разнице поколений, роли денег в современном мире и к чему приводят зависть и жадность. Образ Асланбека в нынешний момент очень близок к народу, потому что сейчас все живут в ипотечной системе, у всех почти ипотеки. Вот я сам тоже лично заложник такой ситуации. В сентябре Дегорский театр покажет еще несколько репертуарных спектаклей. Например, «Чудо-зверь» по мотивам народных сказок, а еще постановки «Ханума» и «Медея». Это и какие-то спектакли старые, которые мы возобновляем, которые нам очень нужны и любят, которые любят зрители, а также новые названия. Но, если возможно, вот назову хотя бы одно – «Отелло». Это вершина, конечно, наверное, театралов, это мечтание, это стремление каждого театра иметь в репертуаре такое название. Не менее ответственный и важный день предстоит оркестру Мариинского театра. Завтра состоится концерт под руководством главного дирижера Заурбека Гукаева. А вот конно-драматический театр «Нарты» уже удивил зрителей своей программой. Например, ушли целыми семьями. Игра актеров и невероятные трюки создали настоящую атмосферу праздника. Анна Голобаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.